Доброе утро! Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня понедельник. Мы начинаем новую неделю, просыпаемся вместе с вами. Катерина Винокурова, Павел Танин. Да, сегодня максимально яркие мы с тобой, чтобы понедельник действительно был радостным, таким солнечным. Даже, с самого утра. Даже если вам будет казаться, что погода не очень, все равно мы яркость вам в эту жизнь добавим. А о чем сегодня будем говорить? Говорить будем о многом интересном. Так, например, во-первых, скоро нам обещают появление магнитных бурь. Ну, не появление, как бы они и раньше бывали. Как бы в магнитные бури кто-то, может быть, ощущал, кто-то о них что-то слышал. В принципе, их никто не видел, потому что их увидеть невозможно. Что же это такое, какое влияние на нашу жизнь оно оказывает? Об этом нам расскажет Туяра Филиппова. Также мы ждем в нашей студии Руслана Васильева, руководителя якутского отделения Всероссийского общества охраны памятников. И поговорим с ним о архитектурных памятниках столицы и в целом о работе, которая ведется по сохранению культурного и исторического наследия. Также с нами на связь выйдет автопутешественник Алексей Мочилов, который объездил всю Россию, наконец добрался до Якутии. И вот о его путешествиях мы с ним подробно будем разговаривать. Да, выйдем с ним на связь. Ну, а 21 февраля 1784 года по указу императрицы Екатерины II городу Ахтиар было присвоено греческое название Севастополь. Да, с греческого Севастополь он означает величественный. Императрица повелела Григорию Потемкину устроить на месте Ахтияра город-крепость. Он строился за счет средств, полученных Потемкиным с земель, которые оплачивали фактически с налогов. Ну и во время уже непосредственно, за время существования город не раз, Севастополь уже мы его знаем, он не раз оправдал свое название. О других знаменательных датах и событиях 21 февраля знакомимся далее. На календаре 21 февраля. Сегодня отмечают Всемирный день экскурсовода, Международный день родного языка, День фельдшера, День булочек с повидлом, День чтения поздравительных открыток. По народному календарю в этот день почитают память пророка Захария Серповидца. На Руси в этот день посвящали подготовке к полевым работам. Люди чинили инструменты, главное внимание уделяли серпу. Его окропляли водой, освященной на крещение. Люди верили, если серп показать молодому месяцу, то будет хороший урожай. Молодежь устраивала вечеринки и посиделки. Этот день считается благоприятным для проведения свадеб. Не рекомендуется проводить хирургические операции и посещать стоматолога. События в этот день. В этот день прошли испытания паровоза с вагонетками, первого в мире железнодорожного локомотива. Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали манифест коммунистической партии. Император Александр II подписал указ о создании в Москве Государственного исторического музея. В этот день образована Государственная комиссия по электрификации России. В Москве открылся первый в Советском Союзе международный кинофестиваль. Состоялась презентация первого в мире видеофильма. Было создано агентство печати новости, ныне РИА Новости. В Советском Союзе произведен запуск искусственных спутников Земли «Космос-54», «Космос-55», «Космос-56». В этот день родились Петр III Федорович, российский император; Федор Толстой, русский живописец, скульптор, тайный советник, вице-президент Императорской академии художеств; Лео Делиб, французский композитор; Петр Кончаловский, российский и советский живописец, народный художник РСФСР; Хэри Стекс Салливан, американский психолог и психиатр, основатель интерперсонального психоанализа; Лев Атаманов, советский российский режиссер-мультипликатор, народный артист РСФСР; Вера Алентова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России; Алан Рикман, британский актер театра и кино, режиссер; Николай Расторгуев, советский и российский певец, лидер группы Любэ, народный артист России; Чак Паланик, американский писатель и журналист;
Именины сегодня отмечают Федор, Теодор, Степан, Сергей, Семен, Сава, Петр, Макар, Захар, Андрей, Александр. Показать страну и жизнь за пределами мегаполисов призвана внедорожная экспедиция под названием «Волок». И сегодня наш гость – опытный организатор таких автоэкспедиций по стране, даже по миру, Алексей Мочалов. И сегодня он с нами на прямой связи через скайп. Да, Алексей, доброе Алексей, утро. здравствуйте. Да, здравствуйте, доброе утро. Расскажите нам о вашей экспедиции, о маршруте, о его составе и где вы сейчас находитесь. Вы доехали до Якутии? Да, ну, сами понимаете, то, что для нас экспедиция, для жителей Якутии, это обычная жизнь. Вот. Мы, на самом деле, не первый раз приезжаем в Якутию. В этот раз мы решили зайти со стороны Усть-Кута через Вилюйский зимник на Мирный. И вот буквально вчера мы пересекли границу и сегодня отдыхаем в городе Мирный и заодно чиним машину. Одну из машин, которая не выдержала этого зимника. Ага. А вот говоря про ремонт машины, насколько может быть серьезная поломка или все же нет? Как бы быстро ли ее, считаете, удастся исправить и продолжить свой путь? Это тот самый случай, когда нужно было слушать звоночки свыше. Еще в Усть-Куте у нас у одной из машин проявились проблемы с топливной аппаратурой. Это дизель. И сами понимаете, что дизель и мороз – это такая гремучая смесь. Вот. Ну и, в общем, в 400 километрах от Мирного при очередной из ночевок одна из машин заглохла и больше не завелась. Вот. Мы ее 260 километров вытащили буксиром, а потом погрузили, соответственно, манипулятором и отправили сюда отогреваться в Мирный. Причина плавающая, поэтому, скорее всего, мы ее вряд ли сможем здесь отремонтировать, но хотя бы завести и доехать до Якутска. В Якутске немножко больше сервисов и больше специалистов. Вот фактически, да, машину Волоком протащили, и у вас автоэкспедиция называется «Волок». Возможно, какая-то ирония даже в этом присутствует. Тем не менее, название «Волок», откуда произошло название, что оно означает? Волок – это древнерусское понятие, обозначающее место перетаскивания судов между реками. Потому что реки, как известно, в Евразии текут чаще всего с севера на юг или с юга на север, а путешествовать чаще всего нужно было с запада на восток или с востока на запад. И вот чтобы при отсутствии сухопутных дорог перетащить свои транспортные средства, использовались волоки, где вручную перетаскивались корабли. Вот. Так как у нас внедорожная история, то мы, по сути, через всякие леса, поля перетаскиваем свои внедорожники из одного региона в другой по кратчайшим путям. Ну, естественно, это все завязано на историю, этнографию, там, на культурную составляющую. Плюс хочется, помимо того, что сам что-то узнаешь новое, еще и рассказать людям. Я изначально журналист, потом, когда журналистика стала немножко сужаться в нашей стране, ушел в благосферу, поэтому это все как-то завязано одно на другое. Поэтому «Волок» — это такой проект, которым я занимаюсь уже, 14 лет, 15-й год. Угу. Алексей, наверное, легче перечислять места в стране и в мире, где вы еще не были за время вашего проекта. Вот какая экспедиция запомнилась больше всего и где вы планируете еще побывать? Ну, наверное, запомнилась больше всего эта экспедиция, о которой мне постоянно напоминают. Есть такой проект, можете набрать в Ютубе, называется «Экспедиция Индиго». Это самое известное наше путешествие. Набрало в Ютубе больше, по-моему, уже 3 миллионов просмотров, ну или в районе 3 миллионов. Это мы ехали по старому почтовому тракту оленному из Архангельска в Нарьян-Мар. Вот там где-то 600 километров по тундре получилось на 2 практически стандартных внедорожниках. Но вот вообще в чем преимущество автомобильного туризма и насколько этот вид туризма в России развит сегодня или в принципе еще не развит, находится в зачаточном состоянии?
Ну, смотрите, мы путешествуем на автомобилях просто потому, что в момент, когда увлеклись автомобильными путешествиями, у нас были автомобили. До этого я путешествовал точно так же на велосипеде, и я считаю, что лучше, в принципе, хоть как-то путешествовать, если есть возможность. Хотя бы там автостопом, там, ну, на самолете, как угодно. Вот как вы можете путешествовать, так и путешествуйте, потому что только это, помимо чтения, расширяет сознание. Вот, значит, что касается автомобилей, ну, в нашей стране с дорогами не очень хорошо, поэтому в России она, я считаю, что просто создана для именно внедорожного формата путешествий. Сами знаете, уж Якутия, наверное, один из самых внедорожных регионов на карте нашей страны. Ага, Алексей, ну мы знаем, что вы увлекаетесь, интересуетесь историей, в частности, периодом гражданской войны. Во время экспедиции посещаете памятные места, связанные с этими событиями? Ну, мы стараемся. Просто, понимаете, во время путешествия ты видишь только фасад, грубо говоря, фасад региона, фасад города, там, фасад деревни. Но все мы понимаем, что за каждым фасадом скрываются какие-то конкретные человеческие судьбы, жизни. И чтобы была осмысленность в этом путешествии, как бы нужно копать историю. Вот, мы, естественно, по возможности заезжаем в краеведческий музей, в первую очередь, потому что там чаще всего работают люди, увлеченные с этой тематикой. Вот, и, естественно, заезжаем на какие-то памятные места, хотя, ну, самое интересное — это все равно книга, потому что очень часто мы скачиваем, например, аудиокниги, посвященные какому-то там региону, и едем, когда долгие перегоны, заодно что-то и слушаешь. Кстати говоря, вот по Якутии я каких-то вот интересных аудиокниг не нашел исторических, поэтому если ваши читатели смогут где-нибудь подсказать, было бы вообще замечательно. Алексей, спасибо большое, что нам рассказали о своем путешествии. Надеемся, что спокойно доедете, добуксируете свою машину до Якутска. Здесь уже все починится и ваша экспедиция продолжится. Ну и желаем вам, конечно, хорошего дня, хорошего настроения. Ждем вас в Якутске. Спасибо, Алексей. Спасибо. Спасибо. Ну а мы ненадолго прерываемся, после чего продолжим. Вы смотрите новости. Доброе утро. В Якутии продолжают смягчать ограничения по коронавирусу. В связи с продолжающимся улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу власти Якутии приняли решение о дальнейшем смягчении антиковидных ограничений. Согласно указу, работодателям рекомендовано сократить количество работников, переведенных на дистанционную форму работы, с 50% до 30%. Отменено требование о закрытии на дезинфекцию по понедельникам или вторникам предприятий торговли. Организаторы официальных спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план, могут проводить мероприятия без зрителей и без предварительного согласия. Глава также сообщил, что с сегодняшнего дня возобновляют деятельность театры, дома культуры и иные учреждения культуры с заполняемостью зрительного зала до 50%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России завершена работа над новой тест-системой на выявление COVID-19, которая будет чувствительной к мутациям вируса. Кроме того, глава Роспотребнадзора добавила, что российские ученые разработали лабораторную методику для определения вариации генов дельта по 2 мутациям и омикрон по 4 мутациям для быстрого определения штамма коронавируса. Актуально. Нашими учеными разработана лабораторная методика для определения геновариантов дельта по 2 мутациям и омикрон по 4 мутациям. Мы сегодня можем различить это лабораторно. И также специалисты Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора завершили работу над новой тест-системой, которая будет более устойчива к появлению новых мутаций и также будет более чувствительной. Это уже другая разработка с использованием методики CRISPR-Cas. Самые небольшие количества
вируса будут диагностироваться, и таким образом мы сможем ставить диагноз уже в продромальном периоде. Ну и еще один результат – это наш научно-исследовательский институт имени Пастера в Санкт-Петербурге начал клинические исследования кожного теста, который определит все уровни иммунитета у человека к новой коронавирусной инфекции и даст возможность нам четко определять иммунных и тех, кому нужно стимулировать иммунитет с помощью вакцинации. В Хангаласском районе дан старт Году исторической памяти. Тематический год посвящен столетию якутской автономии. Мероприятие началось с границы с Якутском возле новой приграничной стелы с названием Улуса. Далее в Покровске прошла церемония возложения цветов к памятникам. План на год уже составлен. Он включает в себя 65 мероприятий районного, республиканского и даже международного уровней. В этот год мы проводим в рамках проведения СХ Эркяни большое мероприятие – международный фестиваль круговых хороводных танцев. В данное время идут переговоры с такими странами, как Турция, Корея, Япония, Монголия. Также в этот юбилейный год мы проводим большой фестиваль муниципальных образований «Славим трудом наш край». Данный фестиваль пройдет с марта по июнь месяц, и на СХ Эркяни будут подводиться итоги. И пройдет данный фестиваль в очном формате. Компетентное жюри выйдет на местах, и в каждом муниципальном образовании пройдут большие концертные номера с выставкой. Доброе утро, 21 февраля на календаре. Мы продолжаем наш эфир. Да, встречаем утро понедельника. Собственно, в эти дни и в начале марта, в первых числах марта, Землю накроют магнитные бури. Такой прогноз дала лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук. По оценкам ученых, первые месяцы этого года стали одними из самых насыщенных геомагнитными событиями месяцами за последние годы. Специалисты фиксируют повышенную активность на Солнце, хотя предстоящие геомагнитные возмущения будут не самыми активными, но даже они, по мнению ученых, могут влиять на работу энергосистем, а также на самочувствие людей и поведение животных. На невидимую оболочку вокруг Земли, магнитосферу, защищающую нашу планету от солнечной радиации, из космоса воздействует поток солнечного ветра. Обычно сила давления солнечного ветра и давление магнитной оболочки Земли равны. Но когда на Солнце случаются вспышки, скорость солнечного ветра увеличивается, магнитосфера как бы сжимается над Землей, и в ней начинают меняться величины токов. Эту болтанку давления ученые называют магнитной бурей. Они случаются в среднем 5-6 раз в год и могут длиться несколько дней. Серьезной опасности они не несут, но могут осложнить жизнь тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Жительница Алдана Нина Фролова – гипертоник со стажем. Нередко подъем давления у нее провоцирует температурные перепады и изменения погоды. Я уже, например, утром могу почувствовать, сказать, что произошло изменение погоды. То есть это отражается на состоянии, вот головная боль у меня начинается, какое-то звенение в ушах. Вот, может быть какое-то затруднение дыхания. Вот, то есть уже я могу сказать, что уже на улице или потеплело, или похолодало наоборот. Магнитные бури особо остро ощущают метеочувствительные люди, у которых ослаблены какие-то системы организма. Пожилые люди могут страдать от перепадов давления, маленькие дети будут капризными и плохо спать. Это не самостоятельная болезнь, это скорее симптом уязвимости человека к изменениям барометрического давления и геомагнитного поля Земли. Но метеочувствительность, она по большей части характеризуется астенией. Астения – это вот когда у человека появляется так называемая раздражительная слабость. Вот когда человека начинают раздражать яркий свет, громкие звуки, ну, то есть он начинает острее и резче на это реагировать, чем обычный человек. Это может быть плохое самочувствие на полдня, на день. Ну, то есть никаким глобальным последствиям оно не приведет. Для того, чтобы нивелировать неприятности, гипертоникам врачи советуют пить побольше воды и снизить употребление соли в этот период. А гипотоникам принять тонизирующие настойку элеутерокока или лимонника. Ну, в первую очередь, конечно, исключить из рациона тяжелую пищу, жирное, жареное, острое, так как это дает дополнительный
дополнительную нагрузку на организм. Также повышение стрессоустойчивости и восстановление адаптационных реакций организма. То есть это нормальный сон 8-часовой, соблюдение гигиены сна, регулярные физические нагрузки. Как показывают последние исследования ученых, магнитные бури влияют не только на метеочувствительных людей, но и вполне здоровые могут ощущать некоторый дискомфорт. Чаще всего страдают жители северных регионов, особенно где полярная ночь. Кстати, участившиеся полярные сияния как раз вызваны магнитными бурями. Не только на самочувствие людей влияют природные колебания. В дни магнитных бурь могут быть перебои в мобильной связи, спутникового телевидения, а при сильной буре могут сходить с орбит даже космические аппараты. Однако предстоящие 22-24 февраля, 3, 11 и 12 марта бури будут относиться, по прогнозам ученых, к категории слабых возмущений. Но в любом случае и ученые, и врачи советуют в эти дни побольше отдыхать и не перенапрягаться. Туяра Филиппова, Татьяна Махнина, Григорий Охлопков, Алдан, Якутск. Ну что ж, весна начнется с магнитных бурь. Так сказать, запишем, запомним и в голове будем держать. Но вместе с этим весна – это прекрасное время года, она уже почти наступает, она уже вот-вот войдет в свои просторы, и все расцветает кругом, и многие факторы в нашей жизни тоже начинают набирать активность. Даже вот, например, рынок недвижимости. Весной самое оптимальное, считают, время, когда можно купить квартиру или дом, потому что рынок изобилует предложением, да, и, в принципе, выбрать из этого количества намного проще, что-то то, вот, что конкретно вы хотите. Другой вопрос – оформление квартиры, ведь это определенные юридические тонкости надо понимать. И вот как правильно эти все документы оформить, расскажет наш юрист. Сегодня мы поговорим о приобретении квартиры. Такое важное событие в жизни каждого человека. Но что нужно помнить? Во-первых, нужно определиться, кто является собственником. Сейчас это легко узнать. Выписку из ЕГРН может получить любой человек. То есть вам достаточно знать адреса, и вы будете знать имя собственника. Также в этой выписке фигурируют следующие данные. Во-первых, основание приобретения имущества. То есть каким образом собственник это имущество приобрел. Договор купли-продажи, наследование, мены или иной документ, который в копии вам или в оригинале может представить продавец. Далее в этой же выписке фигурирует наличие или отсутствие залога. То есть заложена ли данная квартира в банке, может быть, третьим лицам, есть ли обременение. Также указывается количество собственников. То есть собственник может быть не один, это может быть долевая или совместная собственность. Все это указывается в выписке из ЕГРН. Все, мы узнали, что квартира принадлежит нашему продавцу, она не заложена, основанием является договор купли-продажи, все замечательно. Что мы делаем дальше? Мы узнаем, кто прописан в этой квартире. Почему? Потому что эти лица имеют право на проживание. Следовательно, если это несовершеннолетние дети, нужно согласие опеки, чтобы их выписать. Если это третьи лица, которые неизвестны даже самому собственнику, дальние родственники, которые давно не живут, их нужно выписать до приобретения имущества, чтобы в последующем не иметь судебных тяжб по поводу их выселения, что тоже усложняет вопрос, особенно если их нельзя найти. Далее мы спрашиваем, какая задолженность по коммунальным платежам, потому что потом обратиться могут именно к вам. Итак, что должно быть в договоре? Ну, понятно, должен быть объект недвижимости. Что же мы покупаем? Какую квартиру? Далее обязательно фигурирует стоимость. За какую стоимость? Желательно указывать реальную стоимость, для того, чтобы в последующем, если вдруг будет обжалование каких-то сделок, стоимость должна соответствовать рыночной. Далее указываем порядок оплаты, то есть как мы будем перечислять, отдавать наличными денежными средствами или иным порядком. Лучше, конечно, перечисление. Это доказывает, что деньги получил именно собственник на свой счет и никаких вопросов. Но если собственник настаивает, чтобы это было наличными денежными средствами, значит, оформляем обязательно расписку рукописную от имени собственника, что все денежные средства он получил. Что еще нужно узнать? Нужно, конечно, узнать, состоит ли наш продавец в браке. Почему? Потому что тогда дополнительным документом, даже если супруг или супруга не фигурирует в ЕГРН как собственник, это является совместно нажитым имуществом, скорее всего, если эта квартира была приобретена в браке, следовательно, еще прикладываем нотариальное согласие супруга на реализацию данной квартиры. Это что касается приобретения вторичного жилья. Если мы приобретаем первичное жилье, то обязательно мы чаще всего приобретаем договор долевого участия, но хотя бы нужно проверить тот факт, насколько хорошо идет строительство. Сейчас вся информация публична. Если вы беспокоитесь, что, возможно, у этого застройщика много каких-то обязательств перед третьими лицами, можно посмотреть, попытаться выписку на застройщика, да, то есть она также доступна на сайте
налоговой инспекции, то есть мы узнаем, что кто учредители этой организации, как давно она существует, да, это из публичных источников. Да, также можно проверить на картотеке арбитражных судов информацию о том, есть ли судебные тяжбы. Это такой небольшой перечень возможностей проверить контрагента, да, которым нужно руководствоваться при приобретении недвижимого имущества. Желаю вам только приятных покупок. А якутские актеры – частые гости в российских фильмах и сериалах. На днях на канале НТВ состоялась премьера очередного сериала с участием наших актеров. Подробнее об этом и других новостях культуры смотрите далее. Доброе утро, уважаемые телезрители! С вами «Культурные новости». Предлагаю ознакомиться с главными событиями и интересными мероприятиями в культурной жизни нашей республики. Определены 5 муниципалитетов Якутии, которые в этом году станут обладателями передвижных многофункциональных культурных центров автоклубов. Эта программа реализуется в республике впервые и проводится в рамках национального проекта «Культура». Первыми обладателями автоклубов Якутии стали окружной центр народного творчества в селе Табага, культурный центр Тойон-Мюрюй в Усалданском улусе, Амгинский дом народного творчества, Центр культурного развития и народного творчества Вилюйского улуса и Центр народного творчества Верхневилюйского улуса. Вторую партию автоклубов наша республика получит в 2024 году. 14 февраля на телеканале НТВ состоялась премьера многосерийного российского криминального детектива «Золото» с участием артистов Саха-театра Петра Баснаева и Василия Борисова. Съемки проходили осенью 2021 года. Всего сериал насчитывает 16 серий. Продолжение темы кино. Осенью этого года на широкие экраны выйдет картина «Не хороните меня без Ивана», которая рассказывает о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересикова. Фильм снят государственной национальной компанией «Саха-фильм» и московской киностудией «Студия Автор». Режиссер Любовь Борисова. Съемки проходили в селе Итыккёль. К производству картины были привлечены несколько якутских музеев и театров. Якутяне выбирают лучший памятник в республике. На сайте, посвященном столетию ЯССР, 100 Якутия.ру идет голосование, где представлены 12 скульптурных сооружений из разных улусов республики. На данный момент первое место в голосовании занимает монумент «Матушка Вилюй», Верхневилюйский улус. На втором месте памятник реке Лене «Красавица Лена», Алекминск. Замыкает тройку лидеров памятник национальному герою Василию Манчары Мегина, Кангаласский улус. Проголосовать за понравившийся вам памятник можно до 28 февраля. Итоги голосования будут подведены в марте 2022 года. С 9 по 15 февраля на территории Республики Саха-Якутия прошел отборочный тур 21-х молодежных дельфийских игр для участия во всероссийском этапе, который состоится с 22 по 27 апреля 2022 года в городе Красноярске. Мероприятие прошло в очно-дистанционном формате. Победители регионального отборочного этапа вошли в состав официальной делегации Республики Саха-Якутия и будут представлять наш регион на финале Дельфийских игр. На этом наш выпуск завершается. До новых встреч! А сегодня в мире отмечается День экскурсовода. В последнее время в Якутске стали популярными экскурсии по городу. Энтузиасты и профессионалы набирают группы и совершают прогулки по значимым местам нашей столицы. Но лучше всего о памятниках и знаковых местах, конечно же, знают те, кто занимается их охраной. Сегодня у нас в гостях председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслан Васильев. Руслан Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Вот говоря об исторических памятниках, в первую очередь хочется узнать, какова сейчас ситуация с так называемой охранной зоной номер 2. Это вот Якутск деревянный зал. Да. Вот мы этим вопросом очень плотно занимаемся. И начиная с 2016 года разрабатывали концепцию в свое время. И вот сегодня уже дошли до того, что уже создана дорожная карта,
вышло постановление правительства об объединенных охранных зонах. Это говорит о том, что сейчас уже есть там разработаны градостроительные регламенты. Что можно строить, из какого материала можно строить, что нельзя строить, высоты зданий и прочее. Это для того, чтобы на этой территории не возникли вдруг какие-то другие объекты и народные тела того периода. Да, вот. Поэтому вот в этом плане работа движется. Но, к сожалению, она не так активна, как хотелось бы. Скажем, на сегодня городом Якутском подписано 2 концессионных соглашения по переносу старых домов, которые надо спасать, и они будут перенесены на территорию Залога. Но на это ушло почти 2 года. Смотрите, 2 года. Да. Я думаю, имеет смысл зрителям немножко рассказать про сам этот проект. Это вот фактически создание вот такого архитектурного комплекса, можно даже назвать, именно старого Якутска. Мы любим всегда вспоминать на каких-то больших форумах, там, да, выставках о том, что город Якутск – это форпост освоения Северо-Востока. Да? А на самом-то деле, вот, это действительно так. А сегодня показать этот форпост уже ничего и не осталось. Это вот последний кусочек, это треугольничек, это вот как раз заложенная часть Якутск деревянный залог. Да, вот. Последний кусочек старины. Я думаю, это как раз и надо сейчас сохранять, над этим очень работать. Тем более, этот год у нас год культурного наследия народов России. Знаете, да? Поэтому задача наша именно в этом году очень активно взяться за эту работу. Потому что действительно город Якутск, можно сказать, отец всех городов Дальнего Востока. Это самый старый город. И там действительно есть чем гордиться, потому что именно из Якутска шли экспедиции. Беринг шел, да, тот же, понимаешь, Колчак там шел в Арктику, будучи молодым лейтенантом. Ну и много-много, и Гончаров, и прочие великие люди были все вот в Якутске. Знаешь, потому что здесь, отсюда шли ямщицкие тракты и в Иркутск, и на Аян, там, да, и до Среднеколымска. Поэтому есть что показывать. То есть так или иначе Якутск нет-нет, да, точнее к Якутску нет-нет, да прикоснулись многие люди, кто в дальнейшем развил вот дальневосточную часть страны. Конечно, конечно. Поэтому вот тут лепта города Якутска просто огромная. И поэтому, как никогда, мы должны очень бережно относиться вот к нашей истории. Или, скажем так, вот, ведь, вот о тех же почтовых трактах. Ни одной станции в России уже и не сохранилось. Только мы сохранили, у нас есть и вдоль реки Лены, да, вот эти старые станции, старинные стоят они. Да, у они нас еще вообще есть по Якутии энергетика. они стоят, Вот да. самое ближайшее — это Старая Табага. Да, вот. Там Кихтюр пошел, там, да, вот. С ними целая история. Это ведь мог быть туристический маршрут интересный, Да. очень такой своеобразный. Поэтому вот вообще в Якутию сейчас турист едет такой, скажем, здесь никогда не будет таких потоков, как, скажем, в Турцию, там, или еще какие-то, где моря, там люди лежат, отдыхают, пьют пиво там, да, и наслаждаются морем и солнцем. Сюда едет турист уже, который ищущий хоть что-то познать, да, что-то открыть для себя. Они вот едут, когда изучают в интернете достопримечательность города Якутска, или, скажем, республики. Можно даже в какой-то степени сказать, что у нас здесь больше научный туризм, когда вот люди именно я бы сказал, хотят... культурно-познавательный туризм, да, вот. Ну, скажем, о научной части. Вот приезжает, когда спрашивает, вот мы хотели бы увидеть шахту Шергина. К сожалению, мы сегодня не можем показать ее, потому что рядом стоит реальное училище каменное, оно разваливается. Рядом деревянный объект, реально прогимназия, тоже, значит, уже в плохом состоянии. Но хорошо то, что эти вопросы сдвинулись сегодня. Сегодня идет уже разработка документации по их реставрации. Да, вот. Но хотелось бы, как человек, болеющий за это, чтобы это ускорить, чтобы как можно быстрее приезжающие люди вот, могли увидеть действительно нашу достопримечательность. А ведь, допустим, шахта Шергина, это имеет мировое значение. Вот как раз-таки, да, мы заговорили о туристах, о людях, которые, да, приезжают сюда, чтобы как-то окультуриться. Вы, как знаток нашего города, истории, какие бы места к посещению обязательно посоветовали? И какие здания можно посмотреть? Ну вот, как я уже говорил, конечно, зданий становится все меньше и меньше у нас, да, но у нас сохранились, конечно же, вот, скажем, такие вот каменные объекты, да, это вот наша национальная библиотека, скажем, да, это вот кусочек такой старины. Буквально недавно отреставрировано это областное казначейство. А сегодня она будет глаз радовать. Скоро откроется там выставка художественная, да, вот тоже замечательная. Скажем, вот, к сожалению,
тоже мы знаем предприятие 14, это вот Атлас, там сейчас торговый центр, а ведь это тоже объект культурного наследия. Да, сегодня, к сожалению, тоже он в таком состоянии, что разваливается. Или, скажем, вот в Залаге есть замечательный, скажем, объект дом Чапалов, скажем, Чапалов опять, да. Сегодня тоже, к сожалению, он в аварийном состоянии. Вот чего не коснись, к сожалению, имея такую богатейшую культуру, мне приходится констатировать все в таком состоянии, там, тяжелом, обветшалом, да, почти руинированном состоянии. Скажем, сегодня идут работы по музею Ярославского. Да, вот музей Ярославского, он тоже долгое время был в аварийном состоянии. Мы об этом спорили, там выездные совещания были, в Элтумене об этом говорили очень много. Сегодня это сдвигается и уже начинаются проектные работы по реставрации. Конечно, это радует очень. Или, скажем, вот те же вот, реальное училище, прогимназия, по Залагу начинаем заниматься. И здесь, конечно, я вот чувствую большую поддержку главы нашей республики Айсена Николаева, который в своем послании в прошлом году именно сказал, будем заниматься Залагом, да, и будут подтягиваться республиканские власти, не только город заниматься. Поэтому сейчас, я думаю, как бы вот всем миром мы что-то сделаем. То есть, в принципе, ну, свет в конце тоннеля слишком мрачно звучит, но как бы есть надежда, что, в принципе, это может как-то восстановить, это можно сохранить и создать реальные объекты туристические. Да, да, конечно. Вот особенно, вот, наверное, вот наше поколение еще вот видит эти объекты. Если мы не будем с вами все заниматься, об этом говорить, да, поднимать эти вопросы, то вполне уж получится, что следующим поколением еще не достанется. И вот то, что мы сейчас этим занимаемся, вот сегодня об этом говорим, да, есть как бы такой вот положительный момент, что это действительно все мы сделаем. Ну вот говоря про сохранение, мы знаем, что вы запустили проект «Школа волонтеров наследия». Что это за проект такой, кто его участники и в чем его ключевая задача? Ну да, вот мы уже, допустим, 2 года занимаемся программой «Сорон Амалон Фест». Это когда волонтеры начинают восстанавливать деревянные объекты. Да? Вот мы позапрошлом году в музее Черкеха поработали, там восстановили юрту Балаган Трощанского. В прошлом году мы восстановили памятник гражданской войны. И чтобы на самом деле вот работать в этой специфической такой отрасли, да, вот, реставрации, там нужны особые знания. Как работать с камнем, как работать с деревом, ее сохранить, это дерево, да, не разрушив именно историчность этого материала. Вот для этого мы провели школу волонтеров наследия. Это было больше 20 регионов в России, а на Дальнем Востоке это единственный регион, который провел у себя школу. Да, мы можем гордиться. Наша республика во всем Дальневосточном регионе единственная, которая провела эту школу волонтеров наследия. Мы обучили где-то порядка 30 человек. Да, это были и теоретические знания, и практические, когда именно реставраторы показывали им, как работать. Но в итоге учившиеся получили сертификаты, которые они как бы знают основу, у них знаний есть, как работать для сохранения нашего культурного наследия. Будет ли проект продолжаться? Конечно. Вот, скажем, в этом году, да, вот про Сорон Амалон Фест, да, если говорить, то в этом году Министерство культуры тоже запускает этот проект. И уже с выделением финансирования порядка 14 миллионов рублей. Вот понимаете, когда общественная организация что-то запускает, двигается, и она начинает разрастаться, да, и уже подхватывает уже государственные структуры, уже с финансированием выделяет, да, на это дело. Ну, я думаю, что вот этот год нам покажет, это будут работы в 3 музеях под открытым небом. Значит, это все лето, там будут выезжать волонтеры, работать и восстанавливать объекты. Конечно, вместе с реставрационными специализированными компаниями. Да, без этого никак нельзя. Ну, очень здорово, на самом деле, что за такой короткий срок уже фактически с малого в такое крупное дело все это превращается. Какой-то сдвиг положительный все-таки прошел, да? Руслан Васильевич, спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Действительно, если мы не будем говорить, то потеряем, да, культурно-историческое наследие наше. И вот наша задача сегодня, и в частности СМИ, говорить об этом. Да, ну и желаем, конечно, чтобы все проекты, они направлены на сохранение нашего наследия архитектурного, культурного, исторического, они, конечно же, ну, во всяком случае, сложились так, как задумано. И самое главное, чтобы вы чаще
информируя население об этой работе. Я думаю, летом прекрасная будет возможность как-то поучаствовать, как минимум, Конечно. с точки зрения освещения в этой работе. Спасибо большое. Ну, а мы продолжаем. И продолжая говорить про интересные здания, сейчас перенесемся из Якутии в Боливию. Этот дом не декорация к фильму ужасов и не порождение фантазии какого-нибудь поклонника блэк-металла. Дэвид Чок украсил свое жилище ухмыляющимися скульптурами рогатых дьяволов в знак уважения к горной традиции колониального прошлого Боливии. Соседи тягу к истории не оценили. Скульптуры — символ жизни в боливийских шахтах во время испанского колониального правления, когда коренные жители были обязаны добывать серебро до самой смерти. Иностранцы показывали местным изображение дьявола и предупреждали, что если боливийцы откажутся работать, то их похитят создание из ада. Я думаю, что недалекие люди считают дом чем-то сверхъестественным. Самое время людям открыть свое сознание и увидеть в этом туристическую достопримечательность. Что-то, что украсит район, что-то, что каждый захочет увидеть. Это принесет добро, а не зло. Он отметил, что подобные изваяния демонов сейчас ставят на алтарях у входа в шахты, и рабочие часто оставляют подношения, листья коки и алкоголь, чтобы обеспечить свою безопасность. Вы смотрите новости. Доброе утро. В Барагонцах открыли детский сад «Кэскилл» на 75 мест, который был построен по нацпроекту «Демография». На открытии присутствовал глава республики Эсен Николаев. Здание общей площадью более 883 квадратных метров возвел генподрядчик ООО «СК Селим». Дошкольное учреждение будет отвечать современным требованиям к комфорту и безопасности. В каждой группе будут просторные и обустроенные игровые зоны. Кроме того, предусмотрены колясочные, помещения для инвентаря, прачечная, пищеблок и помещения для персонала. Прилегающая территория благоустроена, площадки оборудованы детскими игровыми комплексами. Наш детский сад построен по национальному проекту «Демография». Мы будем принять детей от 1,5 до 3 лет. И очень надеемся, что наши родители, работники будут слаженно работать на воспитание детей. С завтрашнего дня уже открываемся, и мы ждем своих детей и родителей. Региональную трассу Мюрю, ведущую от села Мая до Барагонцев, начнут асфальтировать в этом году в Мегино-Канагаласском районе. Об этом заявил первый замминистра транспорта Якутии Сергей Владимиров в рамках отчета правительства. Он отметил, что в этом году на данный участок зарезервирован 51 миллион рублей. Реализация проекта начнется сразу после прохождения экспертизы. Асфальт проложат на повороте от села Мая. В Мирнинском районе тестируют систему, которая позволит горной технике избежать столкновений и обезопасит работников от наезда карьерных самосвалов и другого горного оборудования. Систему безопасности «Реал-Трак» пока установили только на самосвале, погрузчике и передвижной автомастерской. Это один из этапов программы «Антинаезд». Ее запустили в Алроса с прошлого года. На горной технике устанавливают 6 антенн, а внутри кабины водителя монитор. Работникам выдают маленький пульт ТЭК. Если возле погрузчика или самосвала будет находиться человек, на монитор водителя поступит сигнал. Это значит, что движение нужно прекратить. У нас в рамках этой же тоже концепции устанавливаются зеркала дополнительные на машины, наклейки клеются, внимание, слепая зона. Этого было недостаточно. Принято было решение руководством компании проверить именно вот системы, которые активные, то есть показывать в данный момент. Систему онлайн-оповещения об угрозе наезда устанавливают подрядчики из Новосибирска и Санкт-Петербурга. Если пилот будет эффективным и поможет предотвратить наезды и несчастные случаи, «Реал-Трак» установят на всей горной технике. Араян Тютрин завоевал золотую медаль международного турнира в Болгарии. Якутский боец Араян Тютрин, представляющий Беларусь, стал победителем международного турнира в Болгарии. Еще один якутянин Нюргун Скрябин завоевал бронзовую медаль престижного состязания. В финале весовой категории до 57 килограммов Араян Тютрин действовал раскрепощенно и уверенно против борца из Индии Амана Мана. Хоть якутянин и отдал 9 баллов сопернику, но сам заработал в 2 раза больше. Тем самым он стал обладателем
обладателем золотой медали международного турнира. Соревнование стало хорошим подготовительным этапом для борца перед чемпионатом Европы. Другой якутянин Нюргун Скрябин, также представляющий Беларусь, отметился бронзовой наградой. В борьбе за 3-е место он победил со счетом 3-0 соперника из Молдовы. На этом у меня все. Хорошего дня. Утро Якутии. Мы перед тем, как уйти на небольшую паузу, говорили о сохранении культурного, архитектурного, исторического наследия. И вот, продолжая тему сохранения истории, дубликат уникальной хроники, датированной 1924 годом, с делегатами 13-го съезда РКПБ из Якутии, будет передан НВК «Сахак», крупнейшей в стране цифровой платформой кинохроники и документальных фильмов «Нетфильм». Единственный фрагмент видеоматериала, запечатлевший первых руководителей республики, хранился в складах Госфильмофонда 98 лет. Оригинал позитива 35-миллиметровой кинопленки первой увидела съемочная группа нашего телеканала. Эти кадры транслируются на якутском телевидении впервые. На сайте netfilm.ru среди 50 тысяч оцифрованных кинодокументов обнаружена единственная кинохроника, где почти 100 лет назад в кадре появляются первые руководители ЯССР – Степан Васильев, Максим Амосов и Степан Ржиков. Вам очень повезло, что сохранилась такая пленка уникальная и, в общем, достаточно хорошего качества. Когда мы предоставим вам этот фрагмент в высоком качестве, например, 2К или 4К, качество будет, конечно, намного лучше. Она оживет просто на экране, она оживет и еще больше приблизит к тому времени. Нам нужны были какие-то необычные, еще нигде не использованные кадры хроники. И исследование началось с того, что есть фотография 1924 года, где у стен Кремля вместе с Емельяном Ярославским стоят делегаты из Якутии 13-го съезда РКПБ. Обнаружили эти бесценные кадры на сайте netfilm.ru. Эти все тоже систематизированы, то есть, чтобы найти там какую-нибудь определенную коробку, вбивается там, например, ее название, да, как бы, и уже оттуда ее достаем и идем цифровать. На сайте компании netfilm.ru можно найти крупнейшую коллекцию кинохроники, дореволюционные съемочные материалы, советский период и современное стоковое видео. Оцифровка пленок происходит в видеосекторе на высокоточном скоростном лазерном сканере. Здесь же в складах хранятся тысячи километров киноархива. Пленка может быть 16 миллиметров, 35 миллиметров. Сначала она проходит стадию обработки, потом она вот так заряжается в сканер. Здесь, получается, идет камера, которая это все снимает. Звук пишется. Сейчас я цифрую, получается, мавзолей Ленина. Найденный фрагмент – это целое научное исследование. Причем поиски вели не только журналисты НВК «Саха», но и сотрудники Музея истории государственности и Национального центра аудиовизуального наследия народов республики. Эти кадры будут использованы в фильме, посвященном столетию постоянного представительства Якутии, поскольку Максим Кирович Амосов был самым первым представителем. Там всего несколько секунд, но они дают столько эмоций приятных, позитивных спустя столько лет. И поэтому я думаю, что это будет большой подарок для жителей республики. Презентация фильма с уникальными историческими кадрами состоится в марте этого года. Туяра Константинова, Джордж Березкин, Москва. А прямо сейчас, дорогие друзья, в понедельник с утра что вы хочется обычно сделать? Правильно, построить какие-то планы, может быть, на неделю. И некоторые в этом действии, они ориентируются на астрологические прогнозы. Вот ты часто на них ориентируешься? Обязательно, каждый понедельник. Каждый понедельник? Я нет, но тем не менее послушать люблю. Сейчас у овнов будет отличный шанс обрести нового друга, отношения с которым будут для вас очень выгодны. Удачное время для обучения, особенно тем, кому приходится сдавать экзамены. Проведите время в людном месте и в шумной компании. Период располагает к веселью и развлечениям, но постарайтесь не растратить все свои деньги. В долг сейчас лучше не брать.
Гороскоп советует тельцам: проведите период активно. Ваш запас энергии это позволяет. Соглашайтесь на любые предложения, которые принесут вам доход. Сейчас вы получите известие, которое может расставить все на свои места в вашей личной жизни. Не ждите, что это обязательно будет хорошая новость, но в любом случае вы примете правильное и взвешенное решение. Близнецы, посвятите период целиком интересам своей семьи. Вам предстоят ожидаемые траты, поездки, покупка вещей в дом и решение вопросов по недвижимости. Это будет хороший период с приятными хлопотами. Работу лучше отложить на следующие дни. Настроение сейчас будет далеко не деловым, и вам захочется немного полениться. Разрешите себе немного тепла и уюта в семейном кругу. У раков отличный период для обдумывания планов на будущее и анализа законченных дел. Новые замыслы уже приходят вам в голову, но пока вы не знаете, как со всем этим поступить. Дайте себе время, скоро вы поймете, чего именно желаете от жизни в ближайший период. Эмоции могут литься через край, поэтому контролируйте их проявления. Вы можете просто испугать окружающих. Сейчас льва могут попросить о помощи кто-то из близкого окружения. Даже если вам не хочется оказывать ему услугу, не спешите отказывать в просьбе. В этот период звезды вернут вам любое благородное дело вдвойне, и бумеранг хороших дел вам еще пригодится. Единственное, что делать крайне не рекомендуется, это перезанимать деньги для другого человека. Вернуть вовремя их не получится. У Дев период создан для того, чтобы вы хорошенько потрудились, а звезды всячески вам помогут. Не ленитесь с самого утра. Наберите быстрый темп для работы и не останавливайтесь до выходных. У вас достаточно энергии и жизненных сил, а удача в работе будет только мотивировать. Азарт возрастет ближе к середине недели. Но не стоит брать много ответственности на следующие дни. Старайтесь закончить все дела именно сейчас. Данный период дает весам возможность получить нежданный доход, наследство или страховую выплату. Удачное время для приобретения недвижимости, автомобиля, любые крупные покупки очень выгодно вам достанутся. Обратите внимание на свой организм, сейчас он может указать вам на небольшую сложность со здоровьем. Постарайтесь заняться лечением вовремя и не запускайте этот процесс. Как считает гороскоп на неделю, у скорпионов сейчас лучший отдых – это смена обстановки. Отвлекитесь от рабочих будней, проведите немного времени в новом для вас месте. Это может быть новое кафе, музей, даже пойти в гости к друзьям впервые тоже будет очень полезно. Сейчас у многих стрельцов проснется склонность к самокопанию. Это может стать поводом для затяжной депрессии. Постарайтесь смотреть на все более оптимистично. У вас есть не только недостатки, но и множество достоинств, даже если вы их не замечаете. Не давайте повода для ссоры с близкими людьми. Сейчас вы сгоряча можете расстроить любого, кто попадется вам под руку. Как говорит гороскоп, скорее всего, все свое свободное время козерогам придется посвятить семейным вопросам. Близким потребуется ваша помощь и участие. Постарайтесь им не отказывать. Посвятите выходные благоустройству своего жилища. Не стоит сейчас брать на себя слишком много ответственности. Ближе к середине недели вы поймете, что сейчас работа вам совсем не интересна. Этот период удачен у водолеев для старта политической карьеры, начала юридических процессов, многие из которых будут решены гораздо быстрее, чем ожидалось, и для любой смены рода деятельности. Семейным представителям этого знака стоит задуматься о том, как разнообразить свою личную жизнь. Возможно, у вашего партнера есть хорошие идеи. Обсудите их вместе. Как говорит гороскоп, благодаря целеустремленности и трудолюбию замыслы рыб воплотятся. С финансами сейчас все решается благополучно, вопросы, которые волновали вас ранее, уходят на второй план. На работе постарайтесь улучшить свое положение. Вам нужно будет приложить совсем немного усилий, и коллеги это оценят. Что ж, пусть обязательно все хорошие прогнозы сбудутся. Хорошего вам дня, до завтра.